Ідэя ўвекавечання вялікага рускага паэта на Брэшчыне з'явілася яшчэ 10 гадоў таму. Зараз яна знаходзіць увасабленне. Дата ўрачыстага адкрыцця бюста абрана невыпадкова. 6 чэрвеня 220 гадоў таму нарадзіўся Александр Сергеевич Пушкин. Наша библиотека с далекого 1945 года носит имя великого поэта. И нам очень приятно, что за 74 года работы по популяризации, поддержке его творчества нас заметили и вот таким образом отметили и оценили. Я надеюсь, что этот подарок понравится не только нам, библиотекарям, но и жителям нашего города, которые посещают и приходят в нашу библиотеку. Плануецца, што ўжо ў верасні каля універсітэта імя Александра Сергеевича Пушкина з'явіцца помнік вялікаму рускаму пісьменніку агульнай вышынёй у 3 метры. Мы планируем в этом году также подарить городу уже большой бюст, который будет установлен на пересечении Пушкинской улицы и около университета, носящими великого поэта. Будет красивый бюст, который делается сейчас Министерством культуры Российской Федерации. Калі помнік толькі ў перспектыве, то адноўлены фонтан на вуліцы Янкі Купала ўжо ў дзеянні. Фонтаны в микрорайоне Заводской. Новая жизнь! Зрабіць горад ярчэй – одна з першых задач по падрыхтоўцы да святкавання тысячагоддзя. При подготовке города к тысячелетию мы не делаем акценты только на центральную часть города. Важно, чтобы город на всей своей площади был городом комфортного жилья. Вот этот сегодняшний объект, он очень важен для Заводского района, в целом для нашего восточного района нашего города. Потому что детишкам радость, эстетика города и дополняет в целом улицу Янки Купалы, которая до недавнего времени воплощала собой депрессивное состояние окраин города. Работы по рэканструкцыі фонтана каля панчошнага камбіната пачаліся яшчэ напрыканцы 2018-го. Сёння тут замест старой непрыкметнай чашы сучасны плоскасцёвы фонтан, а галоўнае бяспечны. Нашей фабрике в прошлом году исполнилось 50 лет. Сейчас физически 51 год этому зданию и этой площади перед производственной фабрикой. Ну, фонтану, естественно, было меньше лет, но он тоже был уже очень-очень несовременный. И жители этого микрорайона знают, что последние годы мы его включали, когда было очень-очень жарко, но для нас это была головная боль. Адноўлены фонтан на вуліцы Янкі Купалы далёка не апошні водны арт-аб'ект, які з'яўляецца на вуліцах Брэста. Фонтан на галоўнай пешаходнай вуліцы горада, другі фонтан на набярэжнай і рэканструяваны каля электралямпавага завода. Задача на бліжэйшыя год-два. Анастасія Кудзіш, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.